Кто помнит, что я когда-то проповедовал здесь несколько недель назад, и я начал тему благодати. Вы помните? Я сегодня хочу продолжить, потому что на прошлом собрании мы дали только определение, мы вообще коснулись, что такое благодать Божия. И я сейчас коротко, может быть, пробегусь, повторю, но сегодня мы пойдем глубже и посмотрим, что вообще дает нам благодать и чему учит нас благодать Божия. Там где-то слайдики должны быть. Та-дам! Слава Богу! Итак, я коротко напомню ревью такое, что было на прошлом собрании, чтобы освежить вам память. И помните, слово «благодать» переводится с греческого «харис». Корень «хар» – «благо». И мы смотрели, как согласно одному из богословов, вообще это очень удачный перевод на русский язык «благо дать», то есть давать благо. И благо – это все, что касается, все, что связано с благополучием человека, с благосостоянием человека. И мы знаем также, что везде, где используется вот этот корень «хар» в греческом, да, любое слово, оно связано с содействием или защитой нашего человеческого благополучия. И помимо этого мы пошли еще дальше, да, мы смотрели на этимологию, на происхождение слова. И благодать – это всегда что-то незаслуженное. Ты не заслужил этого. Тебе дается это просто потому, что кто-то тебя любит. Это даром. Не нужно для этого работать, не нужно зарабатывать, не нужно заслуживать что-то. Это просто так. Помните, мультик такой был в детстве? Когда кто там кому-то что-то дарил, такой, а это за что? Просто так. Вот просто так. Ты не заслужил. И мы брали пример такой, самый лучший пример, чтобы показать благодать, объяснить, что такое благодать. Это использовать в качестве аналогии здоровую семью, здравые отношения между родителями и детьми. Мы, как родители, мы заботимся о наших детях просто потому, что мы их любим. Не потому, что они маленькие рабы, да? Что они что-то сделают, и мы тогда их возблагодарим. Нет, это не так работает. Мы даем им одежду, еду, смотрим, чтобы они были здоровы, счастливы эмоционально, умственно, физически, духовно. Мы делаем все возможное также, чтобы защитить их от всего, что может причинить им вред. Вы согласны? Это просто так, потому что мы их любим. Мы заботимся о них. Еще раз, не потому, что они заслужили или заработали. Весь смысл, почему мы заботимся о наших детях, заключается просто в том, что мы их любим. И это прекрасный пример Божьей благодати. Потому что мы Его дети, мы Его творение. И Бог Отец, который создал этот мир, и который знает, как все устроено и как оно работает в этой жизни, Он тем более знает, как заботиться и что для нас полезно, а что не полезно. И это прекрасный пример благодати. Вообще, я постоянно говорю, что на самом деле семья – это миниатюра Царства Божьего. Должно быть так. Поскольку Бог любит нас, Он заботится о нас, Он заботится о нашем благополучии, и Он защищает нас от вреда. Не потому, что мы такие хорошие, не потому, что кто-то чего-то заслужил, но просто потому, что Бог любит нас. И помните, я в прошлой проповеди говорил, что когда пытался найти определение, практически нигде в литературе я не встречал краткого определения, чтобы оно уместилось в одно предложение. И когда я сам начал исследовать, я понимаю, почему. Потому что невозможно благодать Божию
дать емкое определение в одном слове. Мы воспринимаем как благодать, знаете, как незаслуженная милость Божия. Хорошее определение, но не лучшее. Потому что оно не раскрывает всей сути, всей концепции благодати. И я хочу, чтобы вы подумали, когда мы говорим про благодать, следующим образом. Еще раз, новозаветное слово, обозначающее благодать, харис, да, происходит от греческого слова хар, благо. И, знаете, вот такое короткое определение благодати, которое, можно слайд сделать? Благодать – это то, как Бог заботится о нас, и то, что Бог делает для нас, просто потому, что Он любит нас. Еще раз, благодать – это то, что Бог делает для нас, и как Он заботится о нас. Это вот такое, знаете, самопроизвольное определение мое. Еще раз, не потому, что мы заслужили или заработали, а просто потому, что Он любит нас. И сейчас я хочу изложить важный принцип благодати. И смотрите, когда я говорю вообще вот принцип, помните, я как-то говорил про принципы воспитания детей. Если звучит слово принцип, это такое кодовое слово, что нужно записать. Если кто-то записывает или каким-то образом отметить. Прежде чем вообще вот скажу, все знают, что такое вообще принцип какой-то. Принцип того, как что-то действует. Принцип – это фундаментальная истина, которая объясняет, как что-то работает. Если, например, принципы успешного брака, принципы успешной семьи, это что? Это те истины, которые, если ты их будешь делать, у тебя будет успешный брак. И потому что именно так он функционирует. Я сейчас пример приведу. Один из, потому что брак это настолько сложное взаимоотношение, но один из принципов счастливого брака, если мама несчастлива, в этом доме счастья не будет. Все будут несчастны. И кто-то может сказать, что это не по-библейски. Почитайте притчи. Я вам скажу, ребята, это по-библейски. Там написано, что там, где жена сварливая, никто жить не захочет в этом доме. Если она несчастлива, поэтому сделай маму счастливой, в доме будет счастье. Еще раз просто почитай. Я понимаю, что я перефразировал, это, но это один из принципов. Если дальше пойти, смотрите, вот, например, принципы управления финансами. Какие? Это фундаментальные истины, которые объясняют, как работают финансы. И самый основной принцип, коротко, трать меньше, чем ты зарабатываешь. Ты должен зарабатывать больше, у тебя должно быть положительное сальдо. Откладывай то, что ты не потратил. А потом то, что ты отложил, инвестируй. Вкладывай куда-то. Это не принесет тебе богатство вот так. Но благосостояние, оно не про то, как сделать деньги быстро. Но если ты начнешь, чем раньше ты начнешь, ты будешь тратить меньше, чем ты зарабатываешь, ты будешь откладывать, и потом то, что ты отложил, ты будешь куда-то инвестировать, даже в банк относить хотя бы там под 20%, уже меньше, лафа кончилась. Но тем не менее, вы понимаете, то к тому моменту, когда настанет срок тебе выходить на пенсию, у тебя будет не просто госпенсия, на которую, я не знаю, очень тяжело жить, но ты сможешь поддерживать, может быть, тот образ жизни, который ты ведешь сейчас. Вы понимаете? Это здравые принципы, и это также есть в Библии. Итак, принцип благодати – это что? Это фундаментальные истины, которые объясняют, как действует благодать. Мы коснулись вообще просто, что такое принципы. Сейчас про принципы благодати. И можно слайд?
Это очень важно. Поскольку благодать всегда способствует благополучию или защищает наше благополучие, она никогда не даст нам права грешить. Вы понимаете? Помните вот это местописание, мы его позже также коснемся, когда Павел, он говорил, что если Бог все прощает, у меня все по благодати. Что это означает? Да, буду грешить, Бог все равно простит, и пусть благодать она умножается. Нет, не так. Из-за того, что благодать, она всегда способствует. Бог, Он думает о нас, чтобы защитить наше благополучие, чтобы нам было хорошо. Он никогда не даст нам права грешить. И причина, почему Он так сделает, потому что грех, он вреден для нас. Он опасен для нас. Грех вреден для нашего благополучия. И поскольку Бог заботится о нас, Он хочет защитить нас от всего, что нам причиняет вред. Вы помните? Благодать – это как Бог заботится о нас, и то, что Он делает для нас, просто потому, что Он любит нас. И поскольку Бог заботится о нас, Он хочет защитить нас от всего, что причиняет вред. А грех вреден. И угадайте, что Бог сделал? Он дал нам заповеди. Он заповедал, да? То, что греховно, то, что вредно. Он говорит, не делайте этого. А те заповеди, где Он говорит, делайте что-то, Он точно знает, что это полезно для нас. Все будет хорошо. Давайте откроем Второзаконие, 6 глава, 24 стих. Обратите внимание, что здесь написано. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». Еще раз. Бог заповедал, да, это заповедь. Заповедь – это повеление. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, здесь не написано, и Бог предложил нам. Да? Нет, это не 10 предложений. Ну, хочешь – делай, хочешь – не делай. Сам шишек себе набьешь, да? Нет, Он заповедал, это повеление. Смотрите, параллель с детьми. Если у вас есть дети, вы знаете, да, что иногда ты говоришь кому, ребенку что-то делать, и он тебя игнорит. Он думает, что это игра, бегает, и ты ему говоришь, это не предложение. Да? Тебе нужно, ты обязан это сделать, потому что я тебе сказал. Я хочу, чтобы вы обратили еще раз внимание. Здесь не написано, что предложение. Второзаконие 6:24. «И заповедал, повелел нам Господь исполнять все вот эти постановления». Смотрите, для чего? Чтобы мы боялись Бога, Господа Бога нашего. Для чего? Дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. Вы знаете, есть такое место Писания, давайте откроем Притчи 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Но вы знаете, в Библии также говорится, что совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Вы понимаете? Истинная любовь, она изгоняет. Смотрите, когда мы были маленькими детьми, нам нужен страх. Если я чего-то не сделаю, меня родители накажут. Вы понимаете? Здесь то же самое. Когда мы начинаем свою духовный путь с Богом, и ты, может быть, чего-то не понимаешь, и кто-то спасается страхом. Есть те, кто... Ты боялся ада, и ты пришел только из-за этого к Богу, потому что иначе ты пойдешь в погибель. В этом смысле страх. Но, знаете, когда ты растешь, ты развиваешь свои отношения с Богом, ты больше не думаешь об аде. Я сейчас думаю только о том, насколько Бог благ, насколько Он добр. Я думаю о хорошем. Смотрите, я служу своему Богу не потому, что боюсь Его. Я служу Ему потому, что люблю Его. А совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но у вас не будет совершенной или зрелой любви, пока вы сами не станете духовно зрелыми. Вы понимаете, да? Еще раз. Как бы то ни было, Господь повелел нам соблюдать все Его заповеди
и бояться Его для нашего же блага. Бог никогда не дает нам заповедей, которые не были бы направлены на улучшение нашего благосостояния, не были бы направлены нам во благо. Я не знаю, знаете, я по молодости, прежде чем вот пришел в церковь, я думал, что если я стану христианином, у меня ничего веселого в жизни не будет. Все веселье, оно сразу закончится. И это неправда. Прошло какое-то время, знаете, несколько лет после моего покаяния, прежде чем я это понял. Но нет, Божьи заповеди, они всегда направлены на наше благо. Вы со мной? Еще раз, давайте, Второзаконие, 6 глава, 24 стих. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего». Смотрите, «дабы хорошо было нам во все дни». Это как ты ребенку своему говоришь, потому что ты знаешь, как жизнь уже устроена. А он еще незрелый, он думает, что вот он там что-то будет делать. И ты ему говоришь, да нет, не делай так, ничего хорошего не будет. Дабы хорошо было нам во все дни, и потом, смотрите, даже больше, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. Обратите внимание на это, сохранить жизнь, спасти. Вы знаете, когда ребенок, он маленький у тебя, и ты, переходишь проезжую часть где-то, да? И ребенок совсем маленький, ты берешь его за руку. Ведь так? Почему? Зачем ты его хватаешь и не отпускаешь? Потому что он еще не знает, да, когда бежать, когда остановиться, он не может оценить риски. Там водитель куда-то завернул голову, едет, там, может быть, ты и прав на 100%, что ты идешь по пешеходной зебре и на зеленый свет, но тебе легче не будет, если он тебя переедет, да? И ты как взрослый, ты можешь оценить риски, ты хватаешь ребенка, ты его держишь, перешел, дальше отпустил, да? Ему пока еще зрелости не хватает. Бог говорит нам, Он дает нам заповеди, когда мы еще молоды в Господе. Пока мы еще не зрелые, Он говорит, что тебе нужно делать, чтобы ты выжил просто. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это для нашего блага. Каждая заповедь, она дана нам во благо. Это главный вывод из сказанного. Божьи заповеди, они всегда для нашего блага. Для того, чтобы защитить нас от вреда. Еще раз, помните, благодать – это то, как Бог заботится о нас, и то, что Он делает для нас, просто потому, что Он любит нас. И один из способов, которым Бог заботится о нас, Он повелевает нам делать то, что хорошо для нас. И Он запрещает нам или повелевает не делать того, что для нас не полезно. Вы понимаете? И это благословит нас, это принесет нам процветание. Еще раз, потому что Бог, Он создал этот мир, и Он знает, как все устроено. Он знает, как этот мир работает. И еще раз. Именно поэтому я говорю, что Божья благодать никогда не даст нам права грешить. Напротив, она сделает прямо противоположное. Она повелевает нам делать то, что полезно для нас, что безопасно. Давайте откроем послание Титу, 2 глава, 11-12 стих. Мы на прошлой проповеди касались этого места Писания. Обратите внимание, что здесь говорится. «Ведь явилась благодать Божия, спасительная для всех людей». Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «учит». И пояснить, что значит благодать нас учит, да? И можно слайд следующий? Вот слово «учить». Я просто взял также, просто выписал это со словаря Стронга. Учить – это пайдео, греческое слово и значение. Воспитывать, наставлять, научать, наказывать, дисциплинировать, исправлять. Такое значение. И вы знаете, наше слово «педагог» в русском языке, корень
оно отсюда, из пайдео. И вообще педагог, человек, который шаг за шагом обучает детей, так скажем. Да, педа это ребенок означает, гог это вообще на самом деле это вести. И я просто смотрел на этимологию этого слова, знаете, изначально так называли рабов, которые в доме хозяев отводили детей на учебу. То есть не те, кто преподавали, а тот, который брал и шаг за шагом он его вел. То есть водитель ребенка, так скажем. И я думаю, что это, знаете, это прямо вот, символично вести, учить шаг за шагом. Технический смысл, вот он заключается именно в этом. Мы обучаем наших детей шаг за шагом. Мы дети Божьи, и Бог, Он также обучает нас шаг за шагом. Именно так вы учите детей. Вы понимаете, о чем я? Вот смотрите, пример такой с математикой. Каким образом мы учим ребенку, ну или в школе учат ребенку математике? Сначала нужно освоить цифры, да? Ну то есть 1, 2, 3, 4, 5. Цифры. Потом нужно научиться считать, сколько бутылочек, сколько палочек. Потом дальше что? Сложение. 2 палочки плюс еще 2 палочки, посчитали, получилось 4. Дальше начинается вычитание. Ребенок учится вычитать. После этого он учит таблицу умножения. Научился умножать. После этого переходим к делению, да? В этом основа математики. И именно таким образом ты обучаешь ребенка. Никто не берет детсадовского, который только-только еще начал ходить, и не дает ему таблицу умножения или логарифмические уравнения. Он еще цифр не знает. Какое умножение? Вы понимаете, да? То есть это делается постепенно. Итак, педагогика, она заключается в том, чтобы постепенно обучать, начиная с основ и переходя от простого к сложному. В этом успех освоения любого материала, если ты чему-то хочешь научиться. Чтение, если взять. Как мы учимся читать? Как вы детей учите читать? Я вот не знаю, у нас дети все научились читать в раннем возрасте. Кто-то в 3, кто-то в 4, я не помню. Иногда кажется, что говорить начали позже, чем читать. На самом деле говорить начали еще до года, да? И я просто помню, вот Лариса учила. Каким образом? Берешь букварь, это буква М, она дает звук М. Это буква А, дает звук А. Потом ма, начинаешь учить читать по слогам. Мыло, раму. Вы помните, да, это? Именно таким образом мы учим детей, начиная с основ, и потом к сложному и дальше. И вот смотрите, я к чему это все говорю. Бог поступает с нами так же. Благодать, она поступает с нами подобным образом. Давайте мы посмотрим еще раз. Титу, 2 глава, 11-12 стих, это наше основное место Писания на сегодня. И я добавлю просто вот это вот. Не просто учить, а учить шаг за шагом, да, как расширенный перевод, потому что там вот именно это слово использовано. Прочитаем. «Ведь явилась благодать Божия, спасительная для всех людей. Она учит нас шаг за шагом отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво». Это очень важно. Почему это важно? Смотрите, Бог не дает нам ускоренный курс по христианству и по святости. 2 недели готов. Нет, вообще не так. Бог ведет нас или учит, как детей, шаг за шагом. Давайте откроем место Писания, Исайя, 28 глава, 10 стих. Смотрите, что здесь написано. «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного». Постепенно, шаг за шагом мы постигаем Божьи истины. И здесь подчеркивается методичный, постепенный подход к обучению. Знания накапливаются постепенно. Поэтому, если вы учились в высшем учебном заведении или в любом заведении, вы понимаете, что
ты не можешь сразу взять какой-то расширенный курс, углубленный чего-то, прежде чем ты не научишься каким-то основам. Сначала какие-то базовые курсы идут, и только потом ты можешь взять какой-то продвинутый курс. Библия всегда учила этому. Знания накапливаются постепенно. И именно так учит нас Бог. Строка за строкой, наставление за наставлением. Мы можем смотреть, что израильтяне в Библии, они иногда обижались, что Бог с ними как с детьми. Но это то, что Он говорит: я буду учить вас как детей. Вы знаете, вот харизматические церкви или пятидесятнические церкви часто печально известны тем, что они хватают людей новообращенных и пытаются навязать им свои представления о святости и вот это вот все. Ты должен. Но смотрите, то, что вот мы прочитали в соответствии с Титу 2:11-12. Здесь говорится, что да нужно позволить людям расти в своем темпе. Вы понимаете? Иногда люди, они приходят в церковь, становятся христианами. Вот он только пришел, но непонятно, где он жил и что он делал, да? Понятно, что у него еще привычки, они все еще остаются. Есть определенные вещи, которые он все еще делает. Привычки, поступки, слова из прежней жизни. Бывает, люди ко мне подходят и: посмотри на него. Подойди, скажи ему что-нибудь. Скажи, чтобы вот он так дальше не делал. Или там еще что-то. Знаете, что я про себя думаю в этот момент? Я не пойду никуда, ничего говорить не буду. Я буду просто учить слову со сцены. Вы понимаете, человек должен, мы меняемся преображениями ума. Если человек, он не дошел до этого, если он до сих пор считает, что что-то для него нормально, да хоть ты кол на голове чеши. Да, ничего не произойдет. Мы должны сами до этого дойти. Бог обличает, показывает, Дух Святой Он научает. И они будут учиться и расти в своем темпе. Слава Богу, Бог, Он не такой, как мы. У Него долготерпение к нам есть. Да? Давайте посмотрим на Иакова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Вот здесь, смотрите, в соответствии с этим, да, можно, если ты знаешь, как нужно поступать, как делать правильно, и ты этого не делаешь, тогда это грех. Но с другой стороны подразумевается тогда, да, если ты по незнанию что-то делаешь, ты даже и понятия не имел, тебе может это и не грех быть. Вы понимаете? Не дошел еще, не дорос мозгами. Это в юриспруденции, да, у нас незнание закона не освобождает от ответственности. По благодати все по-другому. Смотрите, я хочу вам пример такой привести, чтобы пояснить вот это место Писания Иакова, 4 глава, 17 стих. Смотрите, вот, маленьких детей, помните, мы вот просто постоянно такие будем параллели проводить, когда вы приучали ребенка к горшку. То есть, когда ребенок совсем маленький, и он писает и какает в штаны, это нормально. Да? Вы понимаете? Он маленький, он еще не понимает. До него потом начинает доходить, что как-то сухому гораздо приятнее, чем мокрому, если его сразу там не переодевать. Сейчас проблема с тем, что подгузники, и там как бы делов наделал и ничего не почувствовал. Да, все равно сухо и комфортно, как в рекламе. Но когда ребенок уже растет, и ты ему сказал, ты ему объяснил, и он уже достигает определенного возраста, когда он уже осознает, что какать в штаны нельзя. И потом ты идешь и смотришь, он замер где-то. У него глаза такие, знаете, там вот так начинает его потряхивать. Ты понимаешь, что происходит. Ты говоришь, ты хочешь в туалет? Нет. Иди садись на горшок. Вы понимаете, да? Почему? Зачем мы так говорим? Почему мы так с ними обращаемся? Да потому что они уже знают, что так делать нельзя. И он, по разным причинам могут это. Иди, ты уже знаешь.
Делай как положено. Смотрите, тот же самый принцип, он применим к нам. Есть определенные вещи, о которых люди не знают, что это неправильно. Это нехорошо для них. Это вредно. И вот такой человек, он принимает спасение. Что делает Святой Дух? Он начинает работать и накапливать знания строка за строкой, правило за правило, пункт за пунктом. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. И постепенно этот человек, он своими мозгами доходит, что так жить нельзя. Но часто мы отталкиваем таких людей. Человек такой приходит в церковь, вот он только спасся, и по всему внешнему виду понятно, как он ночь провел, и что вообще у него в жизни творится. То он думает, что он зашифровался. Но снаружи все видно. И из-за осуждения, которое есть, например, или бывает со стороны других верующих, этот человек, он перестает ходить в церковь. Никому неприятно, когда на тебя косо смотрят. Может быть, я говорю какие-то резкие слова, но я верю, что Бог, Он использует меня в этом смысле. Задумайся. Я думаю, что большинство из вас согласится, что это правильно. Еще раз, я не исправляю кого-то лично, не навязываю ему какой-то святости. Я просто позволяю Библии, Святому Духу делать это. Еще раз, давайте откроем Титу, 2 глава, 11-12 стих. «Ведь явилась благодать Божия, спасительная для всех людей. Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво». Обратите внимание, что благодать что делает? Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти. Вот смотрите, вот это слово «отвергать» выделите сейчас, да? Можно слайд следующий? Вот слово «отвергать» арнеамай буквально означает отрицать, отказываться. Попросту это что? Говорить нет. Просто, само по себе слово «отвергать» кажется, может это у меня в сознании слишком высокопарным. И когда говорить «нет», ясно и понятно. Я просто хочу, чтобы мы поработали с нашим местом Писания, вот так добавили, расширенный перевод для нашего понимания. Давайте еще раз откроем следующий слайд, можно? Титу 2 глава, 11-12 стих. Вот здесь подчеркнуто, то, что мы делаем расширенно. «Ведь явилась благодать Божия, спасительная для всех людей. Она учит нас», не просто, ускоренный курс у нас, она учит нас шаг за шагом говорить «нет» безбожной жизни и земным страстям, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно, благочестиво. Здесь говорится о том, что у нас есть свобода выбора, у нас есть свобода воли. Может быть, ты уже давно христианин, и Святой Дух, Он обращается к тебе по поводу определенных твоих деяний, действий, которые ты делаешь, обличает тебя, и ты понимаешь, что это неправильно, то, что я делаю. Вот ты похож на того ребенка, которого приучают к горшку. Ты уже осознаешь, что тебе это делать не надо. Ты знаешь, как правильно нужно. Поэтому благодать, потому что благодать, она постоянно учит говорить тебя нет безбожной жизни и земным страстям. И следующий слайд можно тоже? Вот смотрите, благодать никогда не побуждает нас грешить. Вот из-за этого местописания, если вывод. Вы понимаете? Оно не дает нам права. Да, Бог, Он прощает. Но вместо этого благодать, она учит нас говорить нет греху. Учит говорить нас нет безбожной жизни. И в этом переводе написано земным страстям. Я хочу объяснить, что это означает. Что Павел имел в виду. Можно следующий тоже слайд.
Ну нет, так нет. Слайд можно следующий? Нет, еще следующий. Ага, вот, безбожный. Асевия. Звучит слово на греческом. И смотрите значение. Нечестие, кощунство, то есть осквернение или поругание святыни. Дальше вот снизу. Безбожие, отвержение всего, что связано с Богом и Его почитанием. Вот суть в этом. И именно здесь вот говорится, что благодать никогда не побуждает, так, учит нас жить в этом мире благоразумно. Здесь говорить нет безбожной жизни. Вот безбожно мы вот это именно слово здесь смотрим. Отвержение всего, что связано с Богом и Его почитанием. То есть это означает вести образ жизни, противоречащий христианским принципам, христианским верованиям, устоям, морали. И здесь дальше, если посмотреть слово «страсти», это эпифимия, ну или эпитимия, вообще там, насколько я понимаю, греческий. Можно следующий слайд? Да. Эпифимия. Существительное женского рода – желание, влечение, страсть, жажда, прихоть, похоть, вожделение. В синодальном переводе переведено не страсти, а написано мирские похоти. Ну, но суть вы понимаете, да? Это безбожные желания гедонистические, то есть направленные на получение удовольствия личного, да? Что к этому относится? Сексуальное удовольствие вне брака, наркотики, пьянство. Человек, он думает, что это, что это будет круто, что будет классно. Но на самом деле вот это вот и подразумевается мирская похоть, мирские страсти. Но я вам скажу, секс в браке гораздо круче. Принесет жизнь, и на самом деле это хорошо. И получать удовольствие в браке – это нормально. Потому что Бог создал это, Он придумал. Вы понимаете? И чтобы в удовольствие оно было все. Вне брака нет. Благодать учит нас говорить «нет» всем этим вещам, безбожию, мирской похоти. Поэтому я хочу донести до вас эту мысль, что никогда не думайте, что вы можете использовать Божью благодать как разрешение на грех. Бог все равно прощает. Бог меня любит. Да, Бог тебя любит. Но это не дает тебе разрешения. Благодать Его, она наоборот тебя учит. Почему? Да потому что для тебя это не полезно. Он заботится о тебе. Он создал этот мир, и Он знает, как будет лучше. Давайте мы посмотрим это местописание Римлянам, 6 глава, 1-2 стих. Павел пишет: «Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае. Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем?» Вы знаете, часто вот бывает, например, ты видишь в церкви человека, или человек бывает кается, приходит к Богу, принимает спасение, и ты знал его, ты знаешь его жизнь, и ты поверить в это не можешь. Ты думал, что такой человек, он никогда не покается, никогда не придет к Богу. Не знаю, бандит какой-нибудь, душегуб, например, да? Но вы знаете, что Божья благодать прощает все. Все, что было у него в жизни до этого, Бог все прощает. Благодать все прощает. Бог так сильно любит, дарует благодать и прощение. Но смотрите, что я хочу сказать. Ты смотришь на такого человека, и часто последствия все равно, потому что грех без последствий, он не проходит. Да, Бог, Он прощает, но последствия не остаются. И те люди, которые спаслись раньше, так скажем, или которые избежали вот таких вот вещей в жизни, вам не пришлось пережить всего того ужаса и кошмара, который этот человек пережил. Вы понимаете? Потому что благодать, она тебя учила. Она давала тебе мозги, как лучше будет для тебя.
Она говорила, не делай так. И эти люди, они прошли через многие испытания, которых вы избежали, потому что благодать, она вас учила. Вы понимаете, о чем я? Смотрите, Слово Божие, как правило, всегда заканчивается на позитивной ноте. Бог, Он не любит делать какие-то запреты и заканчивать на негативной ноте. Он обязательно делает что-то позитивное. И вот здесь, смотрите, вот в послании Титу, то, что мы читали, наше местописание, 2 глава, 11-12 стих, когда он учит о благодати, он говорит нам, что благодать никогда не даст нам права грешить. Да? Говорит, учит чему? Говорить «нет» безбожной жизни и земным страстям. Но Бог не заканчивает тут на такой негативной ноте, да? Не просто что? Говорите «нет» там, земным страстям, безбожной жизни, но заканчивает на позитивной ноте. Он хочет подчеркнуть положительную сторону благодати. В чем положительная сторона? Давайте посмотрим еще раз. Можно? Да. Смотрите. Здесь он говорит сначала. Явилась благодать Божия, спасительная для всех людей. Учит нас шаг за шагом говорить «нет» безбожной жизни и земным страстям дальше. Учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно, благочестиво. Благодать всегда нас будет учить жить благоразумно, праведно, благочестиво. Еще раз, благодать, вы помните, это то, как Бог, то, что Бог делает для нас, и как Он заботится о нас. И просто потому, что Он любит нас. Незаслуженно. Бог заботится о нашем благополучии. Он хочет, чтобы мы делали то, что будет приносить нам благословение в жизнь. Он хочет, чтобы мы делали то, Он знает, что ты будешь делать определенные вещи, у тебя все будет хорошо. Ты преуспеешь, у тебя будет нормальная семья, хорошие дети, хорошие внуки из поколения в поколение. И Он не хочет, чтобы ты делал каких-то вещей, потому что Он знает, что кончится все плохо. Подумайте об этом. Вот когда мы детей воспитываем, вот цель воспитания в чем? Подготовить ребенка к взрослой жизни, да? Мы даем какие-то наставления, мы стараемся научить детей поступать правильно, выбирать правильный путь, чтобы когда они вырастут и когда они будут сами это делать, чтобы они могли прожить счастливую жизнь. Вы согласны? Пока они еще подростки, мы им говорим, держись подальше от алкоголя, держись подальше от наркотиков, пьянства, плохой компании. Не водись с ними. Почему? В Библии написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Это негативная сторона. Не будь таким, не лезь туда. Вы знаете, я видел так много людей, которые уже, можно сказать, прожили жизнь. За 50, уже не то чтобы там закат, но жизнь она уже сложилась. И люди, ты смотришь, ты знаешь, они думали, что будет классно. Они поступали определенным образом, и они разрушили свою жизнь. Что мы еще говорим детям? Да? Мы советуем детям, что нужно либо в университет пойти, либо в колледж какой-то. Но суть в том, чтобы была какая-то профессия, чтобы были какие-то уникальные навыки, чтобы было образование. Зачем мы это делаем? Почему? Не ради корочки, да, потому что минимальная квалификация, минимальная подготовка, минимальное образование, это что означает? Минимальная заработная плата. Мы для чего это делаем? Мы хотим, чтобы ребенок, он получил какие-то навыки, за которые его будут ценить, да, в смысле, он будет получать хорошие деньги. Именно этому учит Библия. Что мы еще советуем нашим детям? К чему мы их готовим? Мы хотим, чтобы муж или жена у нашего ребенка была идеальная или был идеальный, да, чтобы жили душа в душу. И мы что должны в идеале? Научить, как выбирать вообще, на что смотреть.
Я просто себя вспоминаю, и мне повезло. Потому что я не знал, на что смотреть. Где-то инстинктивно, да? Я понимал, что человек хороший. Но как оно потом будет, да? Сейчас я уже с высоты прожитых лет могу сказать. Но в этом смысле я не знал, как выбирать. Я хотел, чтобы жена была хорошей женой, хорошей матерью. Но, слава Богу, Бог дал мне Ларису. Мне повезло. Ей не так повезло, да, и что досталось-то ей. Но уже все, на всю жизнь. Деваться некуда. Итак, почему мы учим наших детей делать это все? Образование, хотим, чтобы муж был, жена была хорошая. Да потому что мы любим их, мы заботимся о них, заботимся об их благополучии. Божья благодать делает то же самое по отношению к нам. Она говорит нам, чего не следует делать, что нужно избегать. Не делай этого. Я знаю людей. Жили там, непонятно чем занимались. Сейчас вроде нормально все. Вы знаете, бывает, люди выкарабкиваются из разных ситуаций. Но можно избежать многих страданий. Бог говорит, делай лучше вот это, у тебя будет счастливая жизнь. Давайте откроем местописание, Матфея 7 глава, 13-14 стих. Вы все знаете. «Входите через узкие врата. Путь, ведущий к погибели, широк. Ворота просторны, и многие идут по этому пути. Но тесны врата и узок путь, ведущий к жизни, и лишь немногие находят их». Мы сознаем, да, что узкий путь – это хороший путь. Да? В соответствии с этим местописания. Он ведет к вечной жизни. Но у нас может сложиться впечатление, как у меня в молодости, что узкий путь – это не самый веселый путь. Все веселье, оно там, на широкой дороге. Но по широкой дороге, знаешь, тебя бросает из стороны в сторону. Из одной канавы в другую канаву. С одной обочины на другую обочину. Или как мяч от стенки. Отскакиваешь. То туда полетел, то туда полетел. И знаете, это неправда. Даже бы если узкий путь он не вел к вечной жизни, все равно лучший путь, который можно выбрать, это узкий. Почему? Я вам сейчас математически докажу. Каково кратчайшее расстояние между двумя точками? Прямая линия. Понимаете? Прямая линия. Бог хочет, чтобы у тебя была лучшая из возможных жизней. Ты спасаешься, вот это твоя начальная точка. Ты принял Бога. Там вот точка, когда ты будешь на заре. Если Господь не придет при нашей жизни, мы все умрем. И расстояние между этими точками – это прямая линия, это узкий путь, где тебе не вот такая вот, понимаете, из стороны кого-то колбасит так, извините за слово, что он вообще никуда не двигается по жизни. Его просто из одной стороны в сторону. Кто-то немножечко какой-то там прогресс есть куда-то. Если ты пойдешь по широкому пути, ты никогда не попадешь туда, где Бог хочет, чтобы ты был. А если даже и попадешь, многие доходят, да. Но сил у тебя уйдет в разы больше. Страданий, шишек ты набьешь столько, где по узкому пути все по благодати. У меня просто есть мои знакомые, вы знаете, может быть, вы знаете кого-то. Если посмотреть, знаете, вот, например, люди, вот смотрите, если семья, например, они давным-давно приняли Господа, приняли спасение, ты на них смотришь, классные дети, у кого-то внуки классные, довольные, счастливые, в жизни все хорошо, один супруг на всю жизнь.
И есть пример неверующие люди. Классные ребята. Было весело с ними по молодости. 3-я или 5-я жена, дети в разных городах, сам у разбитого корыта. Вообще не понять, что творится. Причина, по которой Бог дал тебе прямой и узкий путь, заключается в том, чтобы ты дошел кратчайшим путем и был благословен. Аминь. Я краткий обзор сейчас сделаю всего, что я сказал, и уже заканчиваю. Итак, что такое благодать? Благодать – это то, как Бог заботится о нас, и то, что Он делает для нас, просто потому, что Он любит нас. По сути, Бог, Он заботится о нашем благополучии, как хороший, здравый Отец. В 2 словах, чему учит благодать? Она учит нас, как избежать неприятностей в этой жизни, отрекаясь от всего безбожного и мирской похоти. Говорить «нет» всему безбожному. И что? Живя в этом мире благоразумно, праведно, благочестиво. Вот эти вот слова, давайте вот смотрите. Благоразумно. Все знают, что такое благоразумно. Опять же, это слово «благо». Когда у тебя мозги правильно работают. Да? Можно слайдик следующий? Софронос. По-гречески звучит это слово. Благоразумно, сдержанно, здраво, целомудренно, рассудительно. Иметь благой разум, хорошие мозги. Иметь здравый смысл, осмотрительность, мыслить и действовать рационально. Вы знаете, что печально? Так много людей, так много христиан, они вообще не руководствуются здравым смыслом. Иногда люди приходят ко мне и делятся чем-то. Мне хочется просто спросить, да как ты, как вообще такое, ты докатился до жизни-то до такой? Ну просто иногда такие решения глупые. Казалось бы, они очевидны. Но вместо этого они отказались не от похотей, а от здравой жизни. Такое чувство, знаете, люди отказываются от здравой жизни. У них не было здравого смысла. Следующее там слово благоразумие. Это вот то, что используй здравый смысл, принимай ответственные решения. Когда человек, у него там 5-й или 6-й брак, вот в прямом смысле, на одни и те же грабли, одни и те же ошибки. Что значит рационально следующее? Это означает использовать аналитически обоснованные суждения. Если я трачу больше, чем я зарабатываю, мне нечего откладывать. Более того, у меня долги появляются. Если я ничего не откладываю, мне нечего инвестировать. Если тебе нечего инвестировать, настанет тот день, когда тебе придется идти на пенсию. Хорошо, если у тебя хоть государственная будет. Я знаю таких христиан, которые там по благодати налоги не платили всю жизнь. Подходит срок, я говорю, а ты как жить-то будешь? Накоплений нет, стажа нет. Да, Господь все усмотрит. Ребята, это не здраво вообще. Об этом думать надо. Поэтому большинство христиан постоянно просит Божью благодать избавить их от неприятностей. Но написано, что она учит нас поступать здраво. Вы понимаете? Бог хочет научить нас жить благоразумно, чтобы мы не попадали в беду. А если мы не попадаем в беду, тогда и молиться не надо о том, чтобы Бог от неприятностей избавил, да? О другом просто благодаришь Его. Именно поэтому Божья благодать учит нас жить благоразумно, праведно и благочестиво в этом мире, в нынешнем мире. Следующее слово еще, последнее там, праведно. Дикайос. Праведно, справедливо, правильно, как должно, как подобает.
Знаете, это то, что Бог, Он хочет от нас. Это заповедь. Бог хочет, чтобы мы поступали правильно, правильным образом, с правильным сердцем. Жить благочестиво значит жить в соответствии с христианскими верами и принципами. А безбожно – это что? Жить так, что противоречит, наоборот, христианским принципам и верованиям. Благочестие как раз наоборот. Еще раз, благодать никогда не даст нам права грешить. Не потому, что она не хочет, Бог не хочет, чтобы вы наслаждались этой жизнью. Только у незрелых людей может быть такой взгляд. Или у маленького ребенка. Родители мне запрещают, потому что они не хотят, чтобы мне было весело. Ну, то есть у тебя тогда мышление на таком уровне. На самом деле то, что обещает этот мир, кажется, что оно клевое, что будет классно. Но последствия тяжелы, как похмелье. Люди страдают. Поэтому благодать Божия учит нас жить благоразумно, праведно и благочестиво. Аминь. Давайте встанем. Еще раз, вы знаете, Бог создал этот мир, и Он знает, как этот мир устроен и как все работает в нем. И Бог, Он говорит, ты хочешь попасть на небеса? Вот что тебе нужно делать. Хочешь, чтобы у тебя был хороший брак? Вот что ты должен делать. Хочешь, чтобы у тебя с финансами все было нормально? Есть определенные принципы, вот что тебе нужно делать. Хочешь, чтобы у тебя отношения с детьми были хорошие? Тебе нужно делать то-то и то-то. Аминь.